Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Мы находимся в прямом эфире. Сегодня 18 марта, день воссоединения Крыма и России и города-героя Севастополя. Сегодня готовится митинг. Сейчас он через несколько минут начнется. Я бы хотел, мы находимся прямо на площади Победы, столицы Якутии, города Якутска. Перед тем, как начнется митинг, посвященный не митинг, а возложение цветов, правильно, хотел бы взять несколько интервью у наших депутатов. С мамой разговариваю, мама говорит, ничего. Отец звонит, отец ничего. Жена звонит в госпиталь. Здравствуйте, мы сейчас в прямом эфире, да, сейчас будет возложение цветов, нас смотрит и Крым. Что вы могли пожелать Крыму в этом году и вообще, да, и, конечно, надо представиться. Ну, в условиях такого давления коллективного Запада на Крым, в том числе, он не дает покоя 9 лет ни одному из, по-моему, мировых лидеров Европы и в том числе Соединенных Штатов. Конечно, нужно держаться. Ребята, нужно сплотиться, нужно стать плечом к плечу. Мы прекрасно помним тот исторический момент, Крымскую войну, когда и Якутский пехотный полк оборонял Севастополь. С тех пор мы, якутяне, братья не только по оружию, но и по сути своей братские народы. Мы вместе с вами, поэтому, ребята, самое главное, не падайте духом, отстаивайте свои интересы. И мы прекрасно помним, что исторически Крым был всегда в составе Российской и империи, и Федерации, и поэтому правда будет, и она есть за нами, и победа будет за нами. Держитесь. С вами был сопредседатель Народного фронта Дмитрий Паньков. Дмитрий Паньков. Вот сейчас готовится пока торжественному мероприятию. Потом встречается, говорю, а где еще? Он говорит, так у меня и второй там. Я говорю, так это ты был там. Сын там на костылях пришел. И еще один сын в госпитале. Значит, ему он отец из госпиталя. Все раненые. Все трое. Валерий Лютый, да, председатель, получается, Народного фронта. Я руководитель исполкома Народного фронта. Мы сейчас находимся в прямом эфире с площади Победы города Якутска. Что вы можете сказать Крыму, что вы можете сказать якутянам? Да, во-первых, у меня радость на душе, когда Россия возвращает свои земли, исконно русские земли, исторические. Там пролита кровь наших дедов, прадедов. Это история России. Ну и кроме того, мы знаем, что сейчас вот в мире что делается, да, в каком сейчас ситуации Россия, что проводится специальная военная операция. Мы понимаем, как правильно было сделано, что поддержали волеизъявление народа Крыма и защитили их. Мы защитим и Донбасс, мы защитим и Луганск, мы вернем все наши российские территории. Нет фашизму, нет нацизму. Спасибо, спасибо. Также здесь находится депутат Государственного собрания Илтумен. Здравствуйте. Павел Петров, здравствуйте. В этот знаменательный день, что вы можете передать гражданам Крыма и якутянам? Ну, я хочу передать о том, что сегодня большой праздник. И мы даже в далеком краю Якутии собрались, чтобы отметить и поддержать наших солдат, наших граждан, те, которые находятся и проживают в Крыму, те, которые участвуют в специальной военной операции. Поэтому праздник он для всех. И мы знаем о том, что все вместе будем, независимо от того, где мы находимся и что мы делаем, мы все не победим. Спасибо, спасибо. Ну, через несколько минут начнется возложение цветов стеллам
костеле города Героя Севастополя. Мы проведем прямую трансляцию.